друзья, церковь. Мы благодарим Бога за то, что мог я и брат мой приехать к вам. Я хотел бы начать, наверное, с псалма. Словно лист осенний, и понимал, не нужен никому. Другой листвой весна сады оденет, а меня одел Спаситель дорогой. Нашелся тот, кому я был так нужен, такой, как есть, гнилой и грязный был. Своей крови омыл он мою душу и исцелил мне язвы все мои. Усыновил меня Бог вездесущий и ничего не прячет от меня. С долины плача тотчас меня вывел, а слезы лить еще сильнее стал я. Нашелся тот, кому я был так нужен, такой, как есть, гнилой и грязный был. Своей крови омыл он мою душу и исцелил мне язвы все мои. Скажите мне теперь не плакать, коль милость Божью вижу я везде. Прославлю Бога на псалтире гуслях, в долине плача счастье дано плакать мне. Нашелся тот, кому я был так нужен, такой, как есть, гнилой и грязный был. Своей крови омыл он мою душу и исцелил мне язвы все мои. Все мои. Нашелся тот, кому я был так нужен, такой, как есть, гнилой и грязный был. Своей крови омыл он мою душу и исцелил мне язвы все мои. Аллилуйя. Я очень радуюсь, друзья, что в моей жизни появился тот, кому я был очень нужен. Знаете, в этом мире много можно увидеть разных ситуаций, когда вдруг даже самые родные люди вдруг становятся ненужны.
Мы были не так, вот вчера буквально в заведении таком, где люди, знаете, оказались, на обочине, если так можно сказать. То есть где-то кто-то, потерял место жительства, знаете, вдруг ты не нужен, вдруг у тебя нет места даже определенного. А у нас сегодня есть, братья и сестры, надежда, что если даже земной наш дом, эта хижина разрушится, то мы имеем жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, за что слава и благодарение Богу нашему. И сегодня мы здесь, друзья, на этом месте не потому, что мы имеем большие возможности ездить куда-то, знаете, продвигаться как-то. У нас есть, братья и сестры, определенный ресурс, который не наш. И нам сказано и велено его использовать по назначению. Знаете, есть многие вещи, которые мы можем использовать не по назначению. Братья, знаете, для чего отвертка нужна? А кто когда-нибудь брал отвертку и что-то подковырнуть? Вот надо там что-то подцепить. Вы понимаете, что надо отворачивать шуруп и все вот это же назначение прямое. Но мы видим какие-то наши нужды определенные и начинаем, надо подцепить. И смотрим, отвертку нечаянно сломал. Как получилось? Ты не по назначению использовал то, что тебе дано было. Братья и сестры, многие вещи, которые вот есть у нас, и даже можно сказать все, братья и сестры, написано в Слове Божьем, мы ничего не принесли в этот мир и ничего, братья и сестры, с собой не возьмем. И если я в своем сердце глубоко понимаю, Толик, вот то, что ты имеешь, это не твое хозяйство. За вот это вот все, за вот эти руки, за вот эти ноги ты будешь давать отчет Богу, где они ходили, по каким местам, в какие заведения заходили, с какой целью ты открывал уста свои. И даже когда говоришь ты слово свое, братья и сестры, вы меня, не знаете, так лично, не знаете, где я был, какая, может, моя прошлая жизнь была. Вы, смотрите как просто на гостя, но я знаю, что у меня нету такого, знаете, права перед вами рассказать что-то, чего не было. Вы же все равно не знаете. Братья и сестры, у меня есть отчет там. И у меня сегодня есть большой трепет перед тем, кто с меня спросит за каждое слово, которое ты сказал перед людьми, которые ничего о тебе не знают. А у вас, братья и сестры, ответственность за то, как вы услышите в ответ. Давайте договоримся, что мы от этой ответственности не будем убегать. Все то, что нам Бог сегодня говорит, мы примем и выслушаем. Я хотел бы прочитать место из Исаии, 28 глава, с 23 стиха. Написано такие слова, Исаии 28, 23. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его, ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы Его, велика премудрость Его. Аминь». Братья и сестры, вот в Библии написано слово такое интересное, что есть разные ситуации, есть разные действия для разной цели. Он говорит, не всегда сеет. Есть с землей разные процессы. Я не знаю, насколько вы связаны с землей. Мы в Беларуси, гораздо, может, как-то больше на земле есть людей, которые трудятся. И не всегда, братья и сестры, постоянный процесс, что мы посеяли и пожали, только посеяли, пожали. Все, что мы имеем с землей, это положить туда что-то и потом по осени собрать. Бог говорит, нет, Он не всегда сеет. Есть момент, когда Он уравнивает. Есть момент, когда Он бороздит. Для чего? Ему надо выровнять поверхность. В Исаии, в 55 главе, я буду уже по памяти говорить некоторые места, написаны такие слова, что Бог посылает Слово Свое, и оно не возвращается к Нему каким?
тщетным, но оно исполняет то, для чего Он посылает. И там написано сравнение такое, что как дождь и снег не сходит на землю, туда не возвращается, так и Слово Мое, говорит Господь. И знаете, я задумался, так интересно, у снега и у дождя разные ведь, такие свойства, правда? Разная приятность, если на вас на голову снег вылить или тепленький дождик, правда, по-разному отреагируете. И когда, знаете, в наше сердце Бог порой, Он не сеет ничего. Вот есть время определенной действия и работы. Тебя смягчить надо. Тебя надо что-то произвести, тебя поборонить надо. Почему определенные куски большие? И, братья и сестры, когда я вижу Бог, имея желание в меня что-то посеять, вдруг, прежде чем что-то сеять, начал боронить, начал спахивать. Помните, в Осии написано: «Распашите себе нивы». Распашите. Не сейте, знаете, там, где не нужно сеять. И Бог побуждает меня, то ли когда ты увидишь в своей жизни действие мое по отношению к твоему сердцу, оно тебе не будет понятно. Не ожесточи сердце, потому что я буду вскапывать тебя. Я еще один пример приведу перед тем, как буду свидетельствовать. Помните, есть в Писании такой пример, когда Иисус притчу рассказывал. И говорит, в винограднике смоковница была, помните? И там она была 1 год, на 2-й год была, и он все время ждал. Он что-то в нее вкладывал. И он ждал, может быть, она принесет ему плод. И он приходил, искал, и хозяин говорит: я 3-й год, я прихожу туда, ищу плода, и не нахожу. И он говорит этому садовнику: сруби. Достаточно. Хватит. Она место занимает. От этого пользы нету. И садовник говорит действие такое. Помните, он не говорит: я обрежу ее. Он говорит: я вскопаю ее. Понимаете, это разные действия. Обрезать веточки, поравнять что-то. Есть другое место, где говорит: обрезает, чтобы больше принесла плода. То есть для цели определенной есть соответственное действие, братья и сестры. И мне порой кажется, меня обрезывать не надо, а Бог говорит: тебя надо вскапывать, надо проверять корневую систему, на чем ты основан. Что ты положил в корни свои? Он говорит, там проблема внизу, там, где никто ничего не видит, не снаружи, где веточки, где все красиво, листья. Говорит, я окопаю ее, я подниму вот этот грунт, я подниму, что там внутри. И, братья и сестры, когда Бог, прежде чем послал нас сюда, прежде чем мы сюда приехали, Он что-то делал над нами. Знаете, Он трудился, мы когда выезжали даже сюда, первый день, когда мы взяли с Моисеем пост просто за то, чтобы ехать в эту дорогу, знаете, правильное ведь решение, правда? Помолиться, попросить Божьего благословения, чтобы Бог благословил. Мы не знаем дороги, мы не знаем людей, мы не знаем многого. И знаете, мы стали на молитву, мы взяли пост, начали молиться. Это не то, что, знаете, раз в год берешь пост, и вдруг тебе плохо стало. Но мне стало плохо, хотя, знаете, стараюсь регулярно перед Богом пользоваться этим служением, которое Бог оставил в посте, в смирении, становиться перед Богом за нужды, за себя, за церковь. И знаете, мы стали молиться, и буквально до обеда я не доработал. Мне стало настолько, знаете, плохо, голова так сильно начала болеть. Я не жалуюсь, братья и сестры, на здоровье почти никогда. Я настолько благодарен Богу, что, учитывая, может, мои физические какие-то ограничения, я не страдаю ни от болей каких-то, ни в теле, ни в ногах, ни в костях, ни в голове. То есть Бог благословляет. Но знаете, вот вступили в такую вот, как период такой, или в такую сферу зашли, взяли молитву. И знаете, плохо так, начало тошнить. Я уже не смог, знаете, продолжать пост, не смог, потому что организм начинает выворачивать. Мама дала таблетку, чтобы сбить как-то давление, потому что намерили уже 160 было. Мое, нормальное давление 110, 120 верхнее. И знаете, а то уже впервые в жизни, никогда такого не было. Уже так зашкалило немножко для меня. Знаете, даем таблетки, начинаю пить, они просто выташнивают, все вырывает. Оно все просто выходит. Вода, которую я пью, таблетку, которую я принимаю, она наружу просто выходит. И у меня, знаете, один вопрос.
Знаете, я не понимаю, а почему это так происходит? Почему вдруг по мне эти молотильные колеса повели? Почему мое тело как бы начало, что-то не то делать? До этого неделю-две назад, вот примерно, вот я не знаю, как у вас болеет, но когда в дом обычно приходит в семью, один кто-то заболел, обычно уже цепляет вот так вот папу, маму, брата, сестру и так дальше. А неделю назад, знаете, было такое, племянник приехали с детьми, брат мой, детки заболели, потом папа, мама заболели, и уже ожидали, что все будем болеть. А я смотрю, а я не болею. А я смотрю, меня не цепляет этот вирус. И знаете, мы найдем и Писание, что не приключится тебе зло, язва не приблизится. Даже, знаете, смотришь вперед, но тебе же ехать через неделю. Зачем тебе болеть, правда? Тебе же надо здоровым быть. Все сходится, все правильно. А знаете, а здесь как-то что-то выбивается. Тебе уже не то, что через неделю. Тебе вот скоро уже совсем ехать, а тут здоровье, знаете, так немножко подкосило. Мы даем эти таблетки, оно вырывает. Мы думали, что ничего, не прошло в организм уже. Как сбивать? Мама настойку дает, ее тоже выворачивает. И знаете, когда уже снова что делать дальше, говорит, выпей еще, хоть что-то, чтобы подействовало, тебе сбило давление. И знаете, вот доза второй таблетки оказалась слишком уже. Когда уже по чуть-чуть, прошлое чуть-чуть все-таки добавили. И следующая таблетка просто она подействовала так, что мое давление нижнее уже было 20. И когда, знаете, закружилась голова, я лег на кровать просто, и снова одна мысль непонятная, что происходит. Знаете, вот есть, говорит, не всегда сеет. Есть действие Божие, когда Он тебя начинает боронить, когда Он начинает с твоим сердцем что-то культивировать, тебя перемалывать, как будто ты не понимаешь. Господи, мы молимся, мы готовимся, мы ищем лица Твоего. Что происходит? И знаете, стало легче потом через какое-то время. Потом следующий день вроде бы еще легче стало, уже полностью восстановился, но не понимаю, а что за действие Господа? Братья и сестры, я не знаю, как вы относитесь к своей жизни, к тому, что происходит, но я благодарен Богу за то, что Он всегда учит: исследуй себя и вникай в учение. И ты найдешь там ответы определенные. И когда, знаете, мы дальше начали готовиться, на работе там еще произошла ситуация определенная, я никогда не ошибался там. Работая за компьютером, знаете, это точные там цифры, точные действия. И никогда не было ошибки никакой. А здесь, на таком простом месте, я так, налажал, если так можно сказать, нажал кнопку самую простую, называется «Сохранить». И после того, как я нажал эту кнопку, вот полетело все просто. Я думаю, что происходит? Если я сейчас это не починю, то я понимаю, ты в отпуск просто не уйдешь. Тебя не пустят просто. Ты тут, наделал делов и хочешь съехать в отпуск, да, на кого-то скинуть. Но не получится так никак. И когда, знаете, я снова становлюсь, Боже, мы Тебя ищем, мы готовимся. Почему? Что Ты хочешь мне показать? И знаете, когда мы стали на колени, вечером меня подростки, мои молодежь цыганская позвала: давай помолимся. Мы преклонили колени, знаете, и начали молиться. Какое-то время проходит, так ясно Бог напоминает место Писания. Иоанна 15 глава. «А без меня не можете делать ничего». И, братья и сестры, оно так заговорило в сердце, знаете, когда Бог начал объяснять всю ситуацию, говорит: ты стал уверенным в себе. Ты стал даже готовясь к поездку, понимать, тебе надо слово, так надо найти, надо что-то поискать, чтобы людям было доступно. Но ты что-то одно забыл, что ты без меня не можешь ничего. Да, ты уже опыт имеешь, у тебя есть уже запас определенный. Знаете, как легко воспользоваться? Достал с кармана и выдал то, что у тебя есть. А Бог говорит: я хочу, чтобы ты на каждое собрание искал, спрашивал у меня. Не все равно, что ты будешь там говорить. Ты туда приедешь, уедешь, они останутся. А Слово Бога Вечного что будет? Пребудет всегда с ними, слава Ему. И если, Толик, ты что-то перепутаешь в своей жизни, если ты не поймешь, просто забудешь, начнешь выдавать свое, послушай, ты будешь в поражении. И когда, знаете, одна ситуация, и Бог так тихонько объясняет. Вот про Давида вы не зря сегодня читали. Я верю, Дух Святой же повел это собрание. Давид знал, что такое палка. Он говорит: твой жезл и твой посох.
Он знал, как Бог успокаивает. Он знал, как Бог приводит в чувство. Он знал, что Бог имеет определенное к Его характеру, к Его, знаете, такой, может, горячести порой. Знаете, и у меня вопрос: Господи, да что Ты делаешь? И Он показывает: я смиряю. Я тебя окапываю, я бороню вот это вот твое сознание, чтобы одной мыслью руководствовалось: ты без меня не можешь даже себе здоровье дать. Ты будешь пить таблетку, а я не дам, чтобы она тебе помогла. Ты будешь делать все силы, прилаживать, чтобы на работе все идеально было. И свои силы туда, и вот твое «я» там. Я не дам тебе, я допущу, чтобы ты понял: без меня ты не можешь делать ничего, я самую детскую задачу тебе дам, и ты там провалишься просто. Зачем это Бог делает? Он что-то делает сердцем, не что-то. У Него цель, братья и сестры. Скажите, разное есть действие, когда дождь пройдет и когда ляжет снег. Я никогда не понимал, почему и то напаяет, и то. Знаете, а снег, когда ляжет, там уже не сеять, не жать нельзя. Он лег пластом, и знаете, Бог ситуации порой в жизнь допускает, и ты думаешь: все, ничего не видно, ты ничего не можешь сделать. Вот как снег лег, знаете, на твою землю, и ты ни вправо, ни влево сидишь, и только лопатой можешь махать и чистить, и ты ничего не можешь делать. Братья и сестры, и Бог говорит: ты должен для жизни своей понять, что даже снег, когда покроет жизнь твою, обстоятельства, они закроют все. Ты ни влево не двинешься, ни вправо, лег и лежишь, и у тебя давление нижнее 20. Ты должен понять, что этот снег, если ты смиришься, если теплота пойдет, солнца Божьего, и этот снег проникнет в глубину твоего сердца. Он напаяет землю так, братья и сестры, как за лето не напаяют дожди. Когда весной весь снег тает в почву, вот сколько влаги уходит туда, сколько вот этих живительных туда потоков проходит, только потому, что солнце обогрело, а земля пропустила внутрь. Вот это холодное, вот это вот мерзлоту вот эту. Братья и сестры, эти обстоятельства порой непонятные, но Бог сегодня меня и тебя зовет. Давид говорит: я позволил жезлу моей жизни руководить меня. Я позволил ему где-то мне позатылиться дать, чтобы я не шел туда, куда не надо. Но я позволил ему. И знаете, в моей жизни не раз так было, когда Бог, Он начинал что-то делать. Я не знаю, поверите вы или нет, но над этим сердцем, вот над этим маленьким мальчиком, если так хотите, так много надо было работы делать. И по сегодняшний день. Друзья, поверьте, есть работа, которую я сам до сих пор не понимаю. Есть вопросы, на которых я не знаю ответы. Но я знаю, когда ты, Толик, в смирении перед Богом, становишься на колени, Бог силен говорит твою жизнь. Он силен что-то менять в твоей жизни. Я хотел бы кратко вам несколько моментов рассказать и поделюсь еще стихотворением, которое дал Бог написать. Я попросил бы, если можно, какого-то брата молодого мне помочь в этом деле. Илья, можешь подойти? Чтобы было наглядно немножко. Стань напротив меня. Вот, братья и сестры, есть разные люди, правда, есть разное положение, есть даже разная стойка. Вот у меня, у него он ровненько стоит, вот солдатик, да. И вот у нас есть, братья и сестры, преимущества или недостатки, как мы думаем. У нас есть определенные действия, которые вот мы по-разному с ним будем делать. И вот у меня просьба к тебе: ты можешь примерно повторить вот положение ног, как я стою, вот в таком изгибе примерно. Вот примерно так сесть на корточки, вот примерно попробуй повторить. Чуть-чуть попробуй постоять. Вот смотрите, сейчас наши условия чуть-чуть выровнялись. Сейчас мы примерно вот в положении. Но есть у меня преимущество в том, что я всю жизнь уже так хожу, а он только что принял. Но вот Бог, братья и сестры, хочет во мне что-то воспитать. Хочет с твоим сердцем. Ты, Толик, выпрямись, пожалуйста. Ты, Толик, думаешь, что вот это лучше всего. Твое мышление человеческое, твое понимание, оно тебе говорит: вот если бы я был таким. А Бог допускает в мою жизнь определенные изгибы, начинает допускать в мое рождение, с самого моего детства, определенные действия, которые сформировали мои кости так. И Писание мне говорит: Толик, не забудь, когда ты был еще созидаем в тайне, во глубине утробы, зародыш видели очи его, и все кости там он составлял. Кто составлял?
он составлял, он понимал, что делает? Или он так набросал, куда попало? Нет. И у меня вопрос: если ты Создатель, если ты Бог, если ты тот мой пахарь, ты мой пастух, то ты знал, что делал, что ты делал. И когда Бог начал объяснять, знаете, встань еще раз передо мной. Как вы думаете, братья и сестры, кто первее станет на колени? Оказывается, у меня есть преимущество. Оказывается, спасибо, можешь присесть. И оказывается, братья и сестры, когда ты вступаешь в диалог с тем, кто понимает, для чего он это делал, в Исаии написаны такие слова: горшечник, когда делает сосуд определенный, и глина, скажет ли горшечнику: ты почему так делаешь? Зачем ты меня так сделал? И когда, знаете, в молитве перед Богом я стоял, я, может, не все понимал, но Бог начал объяснять: я твои колени сотворил для одной цели, чтобы они видимым образом служили всем людям, которые тебя где-либо увидят, что созданы они для молитвы, что созданы они для того, чтобы ты склонялся передо мной, чтобы ты молился мне, чтобы ты не был гордым. Чтобы каждый, кто тебя сегодня увидит, он мог видеть ясно, доступно. Вот этот изгиб, братья и сестры, я всех вас перестаю по длительности на коленях. Они созданы уже так. Это их назначение. Братья и сестры, вы созданы, может, немного по-другому, но к вам тоже слово звучит. Говорит: предо мною преклонится всякое колено. А мне Бог просто путь в 2 раза укоротил. Знаете, быстрее тебе. Но если сердце, братья и сестры, оно ожесточено, оно не понимает: ты чего меня боронишь тут? Ты чего меня вспахиваешь? Сей в меня что-нибудь. Не буду сеять. Ты негодный. Ты недоступный. Я хочу взять, не могу, потому что ты представляешь, что надо прямо. Ты не понимаешь, что я хочу. Братья и сестры, есть воля Божья на жизнь, есть воля Божья на определенные ситуации. И когда, знаете, однажды пришел Иоанн Креститель, о котором мы читали, я уверен, что папа его очень хотел, чтобы этот сынок, он однажды был священником, чтобы он стал однажды рядом с ним. И, знаете, вместе с ним служил в церкви. А вдруг сынок уходит куда-то в пустыню. И кто-то спрашивает, зная о рождении, как родился Иоанн, какие обетования, как Захария говорит, начал. И кто-то, написано, говорили, что за дитя будет. И приходит Захария: а где Иоаннка? Пошел в пустыню. А чего? Ради чего, братья и сестры? Бог начал с Иоанном делать работу. Начал то, что в глазах людей это казалось, как-то вообще непонятно. Сын священника одевается не пойми как. Ходит не пойми куда. Ради чего? Иоанн, что ты делаешь? Папа, сам не знаю, но Дух Святой меня туда зовет. Я не понимаю, папа, но мне почему-то хочется именно туда, не в храм идти, а туда, где пусто, никого нету. И там я что-то должен получить. И он начал ходить. Он ходил. И однажды к нему был глаз Божий к Иоанну в пустыне. Аллилуйя. Братья и сестры, кто-то дождался, кто-то свою пустыню прошел так, что там услышал, для чего это. Иоанн, выходи и говори: покайтесь. Покайтесь, приблизилась. Братья и сестры, сегодня время дает нам Бог. Я читаю стихотворение и коротко хотел бы вместе с вами помолиться и попросить, чтобы Бог Он помог. Пропустите этот снег в глубину сердца. Пропустите внутрь. Позвольте Ему пройти, напитать вас. Позвольте баране пробаранить ваше сердце. Не спрашивайте, почему ты не сеешь, почему не садишь деревья на меня. Братья и сестры, есть работа по твоему сердцу. Оно еще не готово. Я хотел бы прочитать этот стих, который обо мне. Она про пастуха мы слушали, еще про кого-то, она про хирурга. Он положил меня на стол, как глину, не для того, чтобы кости выпрямлять. Хочу равнять не позвоночник твой, не спину. На сердце операция нужна. В нем искривление гораздо хуже. Там гордость, невнимательность, обман.
Здесь не лекарство, скальпель нужен. На теле легче удалить изъян. Он знал историю моей болезни. Хирург все в совершенстве понимал. От робости лекарством были песни. Чуть что я на прием к нему бежал. Врач часто повторял, что все возможно. Прибавить роста, выровнять ступни, кривые кости выровнять несложно. Для этого лекарства не нужны. Я повелю, и ты на ноги станешь прямо. Но вот характер, может, не поймешь. Но гордость — это как большая яма. Оставишь без внимания — упадешь. Сгубила невнимательность в дороге ни одного водителя, ни двух. Обман стал преткновением для многих. Их жизнь красива, но идет ко дну. Доверься мне, раскрою свои планы. Мне очень нужен немощный сосуд. В глазах людей незначимый, без славы, простой, без человеческих заслуг. Есть для такого путь. Предназначение — принизить мудрость мудрецов, сказать, что выше гордости — смирение. Забыть себя способна лишь любовь. Для большинства ты инвалид, калека. Но я смотрю иначе на людей. За телом вижу сердце человека. Там то, чего не видно на лице. Он говорил и в то же время щупал спину. Затем на руки взял, прижал к себе, держал как будто золото, не глину, пересчитал все волосы на голове, а после, положив на стол обратно, одно лишь слово произнес: «Решай». Признаюсь честно, было страшно, но с уст слетело: «Боже, выпрямляй, равняй не позвоночник мой, не спину, над гордым сердцем потрудись, возьми в святые руки словно глину». Из глаз потоком слезы полились. Я понимал, что будет больно, сложно. Характер то не кости выпрямлять. Хирург же вторил: все возможно. Из раза в раз спешил напоминать, что он способен выпрямить кривое, ему под силу гордое смирить. Небесным заменяется земное, больное сердце можно исцелить. Он положил меня на стол, как глину. Какое счастье быть в его руках. Однажды я с врачом своим увижусь в нетленном теле, там, на небесах. Слава Богу! Давайте мы поднимемся на 1 минутку и попросим Господа о том, чтобы нам никогда не воспротивиться Божьей работе. Никогда не сказать горшечнику, пастуху или каким бы Богом он ни открылся для тебя, что ты делаешь. Господи, мы сегодня стоим перед лицом Твоим. Господи Боже, нам не все понятно в нашей жизни порой, Господи. Но сегодня есть Слово Твое, которое напоминает, что есть разная работа, соответственно тому, насколько Твое состояние сегодня грубое или мягкое, Ава Отче, Господи Боже. И сегодня молитва моя о том, чтобы, Господи Боже, мы не ожесточили сердец, когда услышим голос Твой, когда, Господи, Твой жезл, он поднимется над нами, Господи Боже, и мы вдруг не поймем, а за что это, Господи? У всех нормально все, у всех, Господи, плавно, ровно все. Почему в меня это все идет? Почему в моей жизни происходит? Господи, сегодня Твой посох, сегодня Твой жезл, Твоя барана пошла по народу. Ава Отче, Господи, Твой жезл, он, Господи, порой неприятен и непонятен, Боже, потому что мы не знаем планы Твои, Твои мысли выше наших, Твои, Господь, небеса выше наших небес.
Но, Боже, прошу сегодня, дай, Боже, сказать: Отче, я не понимаю всего, но почему-то сердце вот влечет искать Тебя. И дай мне не перестать этого делать, потому что без Тебя, Боже, я не хочу ничего. Да, я могу признать, что я не могу, но, Боже, дай желание сердца. Я и не хочу. Я не хочу двигаться в жизни. Я не хочу двигаться в служении. Я не хочу роптать, не понимая Твоей воли. Но, Господи, хочу сегодня низко склонить свою голову и сказать: Господи, делай, Господи, выпрямляй, Господи, я гордый сегодня, я сегодня надменный, я, Господи, раздражительный, я сегодня не позволяю Твоему плугу, Твоей лопате поднять на поверхность то, что в корнях моих застряло, ядовитое семя, Ава, Отче Боже, алскивида глебида скумена крайда налесен. Дух Святой, я прошу Тебя, взвесь сегодня нас, Господи, рентген Твой пусть пройдет, Господи Боже. Если кому-то надо обрезка, обрежь. Но если кому-то надо поднять эту почву, окопать, навозом обложить, то я прошу, делай, пастырь сильный. Господи Боже, народу Твоему дай покориться, Боже, дай укрепиться, что Ты Бог, который совершенно все делаешь без ошибки. Благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу, можете присаживаться. Я еще хотел бы поделиться немножко то, что есть на сердце. Я очень рад тому, что могу находиться вместе с вами здесь. И меня звать Моисей, как уже говорили, мне 26 лет, и Бог по милости своей, любви своей продлил дни жизни моей на этой земле и дал возможность встретиться вместе с вами. Знаете, чуть больше месяца назад я женился, и Бог подарил мне прекрасную жену, и я очень благодарен за это Богу. И она тоже хотела поехать со мной, полететь, но так было угодно, наверное, Господу, и она не могла полететь, но передавала всем большой привет. И я хотел бы прочитать из книги Библии Луки, 1 главе. Здесь сегодня уже напоминалось много об этом муже. И с 5 стиха написано: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда в порядке своей череды служили пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария увидел его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Мы здесь видим по своей такой череде Захария, он вошел для кождения. Знаете, он увидел для себя нечто необычное. Он смутился, и страх напал на него. И написано, что ангел Господень сказал ему: «Захария, твоя молитва услышана». И здесь написано о том, что жена твоя Елисавета родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Иоанн. Знаете, в нашей жизни так бывает, происходит, что мы молимся, и наши молитвы не всегда, они, знаете, достигают до неба. И я в жизни своей, знаете, люблю молиться, потому что за меня молились, потому что за меня как-то вопрошали Господа. И
еще такого человека, Езекии, молитва, она также однажды была в таких непростых обстоятельствах услышана, когда Исаия пришел к нему и говорит, что сделай завещание для дома твоего, ибо на постель, говорит, которую ты лег, ты не встанешь. И знаете, Исаия, он пошел, но вот Езекия, он отворотился к стене, и написано, он начал горько плакать и говорил: Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, я с преданным сердцем служил Тебе, но вот я должен как бы отойти от этой земли. И написано, что Исаия еще не успел выйти из города. Бог, Он его возвращает и говорит: скажи, я продлеваю дни жизни твоей. И знаете, дальше в той главе написано, что когда Езекия молился, написано, что он говорил такие слова, как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу, Господи, тесно мне. В моей жизни был такой период, когда глаза моего отца, мамы, семьи, они уныло смотрели к небу, потому что было тесно. Когда, знаете, мне поставили диагноз онкологии, для нашей семьи это было так непросто и необычно. Но, знаете, Бог давал вот эти силы проходить. Когда меня привезли в больницу, и мне настолько плохо стало, что вот они, те врачи, даже наругали моих родителей, что они не на скорой помощи привезли, но на своей машине. И знаете, когда мне не могли поставить даже тот определенный диагноз и сказали, что вашему сыну мы не знаем, сколько может останется жить на этой земле, но вы поедете домой. Вот вы приготовьте как бы место дома, так как это было 250 километров от дома. Вот сказали, вы возьмите всю свою семью, вы можете приехать и, знаете, можете с ним как-то, может, в последний раз вот попрощаться или вот последний раз сделать на память какие-то вот фотографии. Я помню тот день, когда приехала вся наша семья, нас в семье 8, и каждый поочередно он заходил в эту палату. Я помню те слезы братьев, я помню те слезы сестер, когда они на прощание что-то говорили, когда они вспоминали те моменты, когда мне с ними было хорошо. Это было непросто. Зашел потом отец в палату, он взял меня на руки. Он, знаете, стояли врачи, был такой небольшой как бы консилиум. Он говорит: мы люди верующие, мы хотим помолиться за нашего сына. Мы хотим его отдать в руки Божьи. Пусть вот воля Божья в его жизни будет. И знаете, отец, он взял меня на руки, поднял и сказал такие слова: Господи, да будет Твоя воля, не наша воля в жизни, но Твоя. Знаете, мне потом поставили вот этот диагноз: апластическая анемия, сверхтяжелая форма. Нужно делать пересадку костного мозга, и врачи, они дали такую надежду, что если в вашей жизни повезет и у вас будет, подойдет с вашей семьи донор, то тогда вот жизнь, она может как бы продлиться или продолжиться. Я немножко расскажу, когда люди лежат с подобными диагнозами, знаете, их жизнь, она многих из них заканчивалась в тех палатах. Отец мне впоследствии рассказывал, знаете, я часто видел отца, который сидел и молился, который сидел и читал Слово Божие, который молился за меня, который вот благословлял меня. Он мне часто впоследствии рассказывал, что те родители, которые дети, вот они лежали с подобными диагнозами, их жизнь, она заканчивалась в этих палатах, и говорит, родители, выходя на коридор, они волосы рвали на своей голове от того, что ничем не могли помочь вот своим детям, вот своим, там разный возраст был, но, знаете, я видел отца, который сидел на этом стуле в углу, читал Слово Божье, и его упованием было небо. Знаете, братья и сестры, и мне хочется, чтобы
вот в нашей жизни, чтобы был такой момент, когда вот я, лежа в палате, говорю: Отец, мне очень хочется петь. И мне было 9 лет тогда, и я говорю: Отец, принеси мне песенник, купи мне песенник вот этот. И я помню, когда в этой палате я запел вот такой псалом, меня слушали те, кто лежали, я пел вот этот псалом, что ангелы в небе Господа славят. Знаете, может, не просто было отцу слышать вот эти вот слова. Я часто подходил к отцу и говорил: Отец, я знаю, что вот я могу как бы уйти из этой жизни, я могу умереть. Скажи мне, Отец, мне больно будет умирать или нет? Скажи мне, Отец, вот как там на небе? Ну, знаете, папа мне по-детски все так объяснял, но, знаете, много папа молился, много церковь молилась, много кто постился за меня. И знаете, как бы Бог, Он ничего не отвечал, как бы ничего не говорил, но пришел такой момент, когда вот мой дедушка, он приехал, он служитель, и был сосуд Божий, и мы в лесу также молились, и Отец, Он взял меня тогда на руки и начали молиться, и вот через сосуда Божия были такие вот слова, что жизнь и жизнь, и жизнь даю я, братья и сестры. И по милости Божией до сего даже момента времени Бог, Он сохранил и даровал вот эту жизнь. Когда вот лежа в больнице, были такие моменты, когда меня увозили в реанимацию, когда мне становилось настолько плохо, что меня подключали под аппараты, и моя жизнь, она была как бы на волоске. И я вспоминаю такие еще слова, что вот когда Бог, Он вот в пророческом слове мне как-то говорил, что я сохранил тебя, чрево матери, для славы. Твое имя, говорит, должно было давно стерто с лица быть земли, но я о тебе имел вот эту заботу. Братья и сестры, как прекрасно в жизни осознавать, когда, знаете, врачи, они дали мне такой талончик: вот ты инвалид, и все. Они сказали: тебе в жизни нельзя, когда будет работать, может, как-то физически. Но сегодня я смотрю, после болезни, когда вот мне 2 донора из 7 подошло, и врачи, они даже удивлялись, кого-то вообще не было даже такой возможности, у нас 2 как бы из братьев подошло. И ты понимаешь то, что не твоя вот это может, не по твоим заслугам, но просто по милости Божьей ты остался жить на этой земле. Ты можешь сегодня работать, физическими руками, ты можешь сегодня иметь прекрасные вот эти возможности, даже где-то ездить, где-то помогать, где-то, знаете, даже я не думал как-то, насколько Бог, Он может благословить, братья и сестры, жизнь, и насколько Бог, Он может восстановить жизнь. И пусть Бог, Он каждому из нас поможет. Когда я выписывался из больницы, врачи, они зашли так в кабинет и сказали: Моисей, с твоими анализами можно лететь в космос. Знаете, Бог, Он настолько, братья и сестры, восстановил и соделал так все чудно. Мне врачи говорили, что могут язвы быть, могут быть большие последствия и большие осложнения, и беречь тебя нужно. Но сегодня нету ничего, потому что Божье восстановление и Божья милость, она была надо мною. Пусть Бог, Он поможет каждому из вас и каждого из вас благословит. Я бы хотел вместе с вами, кратко поднявшись, поблагодарить Господа за те чудеса и милости, которые Он совершает и сегодня над нами. Господи, благодарим Тебя и славим за те милости и чудеса, которые Ты совершаешь. Господи, за то, что Твоя рука милости, Твоя рука, которая хранит, оберегает, восстанавливает, поднимает, Господи, дает жизнь, Иисус, продлевает жизнь на этой земле. Она не сократилась и до сего дня. И до сего дня, Господи, по милости Твоей мы имеем здоровье, мы имеем силы, мы имеем возможность, Господи, предстоя пред Тобою, прославлять, Господи, Тебя и славить. Господи,
помоги в нашей жизни, обращаясь к Тебе, вот когда нам тесно, когда нам тяжело, когда для нас жизненные обстоятельства непонятны, обращаться к Тебе, Господи, в молитве, молиться, Господи, и ожидать даже тогда, когда уже невозможно, когда, может, врачи или многие поставили тот крест уже и сказали, что все, уже ничего не получится, Господи, но у нас есть вот эта надежда на Тебя. Господи, Ты из мертвых воскрешал, Ты поднимал коллег, Господи, Ты восстанавливал жизни, Ты восстанавливаешь и сегодня судьбы, Господи, там, где, может, сатана уже вот совершил ту свою работу, Господи, но Ты поднимаешь и таких людей, у которых сегодня, может, как бы и ничего уже нету, но Ты, Господи, через них еще совершаешь свою работу и действуешь. Господи, мы имеем сегодня здоровье, мы имеем сегодня силы, Господи, и это от Тебя, Боже, и это от Тебя, и это Ты благословляешь. Кто-то сегодня не имеет вот эти силы и здоровья, Господи, но дай нам сегодня переосмыслить свою жизнь, переосмыслить свое хождение пред Тобою, Господи, и сказать, Господи, может, я где-то нужен сегодня со здоровыми руками, Господи, может, где-то я сегодня нужен кому-то сказать, кому-то, вот сколько людей, Господи, они сегодня уходят от этой земли и не знают, Господи, о том, что Ты за них умирал, что Твоя святая кровь, она проливалась за них. Господи, благослови каждого на всем месте. Тебе да будет слава и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь, 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 аминь. Спасибо, дорогие братья. Давайте воздадим Богу славу большую и великую. Спасибо, дорогие братья. У вас мощное слово. Прямо очень хорошее. Прямо вот то, что надо. Я не знаю, как вас, но меня это слово сильно коснулось. То есть это то, что мне надо сегодня. Спасибо вам. И Господь знает, куда вас направлять. Я не знаю, вот это все у тебя было от кого? От Бога или от лукавого? Я не знаю. Может быть и Бог, может быть лукавый не хотел сюда тебя послать. Но все-таки ты сегодня здесь, и вы вместе служите нам. Спасибо, Моисей, спасибо, Анатолий. Господь да благословит вас в вашем служении. Действительно, иногда вопрос такой: Господь, дай слово, а слова нет. А почему-то мы убеждены, что Господь должен обязательно слово дать и посеять его. А чего вдруг, если там один бурьян, который надо еще спахать? Да, Господь, паши. Паши. Отец, спасибо Тебе за все Твои дела чудесные. Ты никогда, Господь, не опаздываешь, и никогда у Тебя не путаешь, Господь, сезоны, не путаешь, что когда надо делать. Но Ты видишь, Господь, наше сердце, и Ты точно знаешь, что надо делать. Когда корчевать, когда пахать, когда боронить, когда сеять. Ты, Господь, знаешь. И Ты это делаешь по своей великой мудрости, любви по отношению к нам. Я, Господь, сильно благословлен сегодня братьями, словом, которое Ты дал им. Спасибо Тебе, Господь, за их служение и за то, что Ты, Господь, являешь свое чудо в их жизни. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал сегодня возможность им служить. Нашей церкви здесь, на коме земле, и Господь, благослови, где бы они ни были, какой бы общине ни служили, пускай, Господь, слово, которое Ты им дал, будет назидать, восстанавливать, вразумлять, Господь, многих служащих. Благослови, Господь, чтобы многие получили исцеление, как душевные, от переживаний, что Ты не отвечаешь, Господь, от переживаний, что что-то не происходит, какие-то изменения, которые мы ждем. А пришло бы понимание, почему это происходит. Во имя Иисуса благослови, Господь, исцелением и физическим всех, которые будут слушать это. Тебе да будет слава за все, Господь, Бог мой. Благодарю Тебя
за все Твои милости к нам. Благодарю Тебя, Господь, за все Твои пути, которые Ты нас ведешь. Спасибо Тебе, Иисус. Дай нам только разумение, почему то или другое происходит в нашей жизни. Дай нам, Господь, смиренное сердце слышать, видеть и разуметь то, что происходит. Для чего Ты это, Господь, попускаешь. Во имя Иисуса. Тебе да будет слава за все. Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков.